ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Экологическая катастрофа под Ухтой набирает обороты. Напомним, 10 апреля один из жителей поселка Шудаяк отправился на рыбалку, а нашел нефть. По информации специалиста-эколога, люди в спецодежде круглосуточно убирали ее, но этого оказалось мало. 12 апреля объявили чрезвычайную ситуацию. Однако сейчас огромные плывуны нефтяного льда дошли до реки Ижма. Дело в том, что причины аварии скрываются, источник до сих пор не найден. Я уверена, что он найден, но он не оглашен. И, по крайней мере, я не первый раз на аварийных, я имею в виду, на Яриге мы были 15 числа, видели, как убирается, но официально это никто не заявил. Как поясняет эколог, на данный момент городской водозабор закрыт и город переведен на резервный водоисточник. Лариса Николаевна поясняет, работы ведутся слабо, бригад на устранение последствий аварий не хватает. Кроме того, женщина отмечает, сейчас паводковый период, а городские службы к этому не готовы. Водозаборная площадь реки Ижмы сильно загрязнена. Кроме того, эколог уверена, что планктон и рыба все однозначно погибнет. И напоследок, жители поселка Шудаяк вовсю бьют тревогу. Позвонили жители, сказали о том, что в районе моста большое количество скопления льда, который имеет не характерный белый, но черный цвет, черный маслянистый цвет. Скопление льда было огромное, а поверхность реки представляла собой сплошную серую массу, затянутую нефтяной пленкой. То есть, если раньше это были отдельные пятна, то сейчас просто вода составляет пятна, а вся поверхность вплотную застелена нефтяной пленкой. Катастрофа набирает обороты. По неподтвержденной информации, на сегодняшний день в реку попало около 100 тонн нефтепродуктов, как тяжелых, так и легких. Самая крайняя загрязненная точка – это 70 километров от Сосногорска, деревня Винла. Пока неизвестно, как скоро смогут устранить последствия утечки и во что они выльются для нашей экологии. Но уже ясно, еще немного, и нефтяные пятна попадут в главную речную артерию региона – Печору.